Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что вы сами себе передаете из будущего? Письмо из будущего. Что вы хотите себе сказать? Какую информацию передать? На что обратить внимание? Либо от чего отказаться? Либо чем нужно заниматься? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, загадайте, пожалуйста, на себя. Так, и спросите, что я сама себе, либо сам себе хочу передать из будущего. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас скрыто, то, о чем мы так сильно желаем знать. Да. Очень хороший знак. Смотрите, какой красивый фазан у вас здесь сидит, да, голубь, фазан, вот кто что видит. А птицы вообще хороший знак, особенно если они в правой стороне, да еще и по центру. Вот у вас сидит эта птица. Эта птица говорит о том, что у вас в жизни, в будущем все будет хорошо. Вот вы как себе говорите. Не переживай, как бы тяжело тебе не было в сегодняшнем дне, что бы ни происходило с тобой, где бы ты ни был, сколько бы денег у тебя не было, в какой бы ты ситуации ни оказался, либо не окажешься, все равно все будет хорошо. Все будет просто замечательно. Здесь ребенок выходит. Ребенок, он может означать как в прямом смысле слова беременность, рождение детей, так и новую жизнь. Жизнь по-новому, другая жизнь. Какой будет эта жизнь? Но, судя по облаку, жизнь будет обеспеченной, потому что над вами все-таки облако. Мало того, здесь еще ребенок, знаете, как с пуповиной пришел. И пуповина привязана то ли к земле, то ли к дому, то ли к вашей какой-то работе. Вот у вас в будущем будет к чему привязаться, либо то, к чему вы будете привязаны. И это идет в позитивном значении. Вот венец ваш такой. То есть новая жизнь, либо новая жизнь зародится в вашем теле, в вашей семье, возможно, да? У кого-то через препятствия. Может быть, кто-то не может иметь деток, либо кто-то очень ждет появления деток у себя, либо, может быть, у своей дочери, там, сестры. Кто-то хотел бы стать бабушкой, кто-то хотел бы стать прабабушкой. Будет, обязательно будет. Вы не должны переживать за это. В свое время все будет. Здесь вообще, если посмотреть вот так четко, да, здесь у нас мужчина с киркой и женщина, очень красивая женщина, очень ресурсная женщина, прям такая, знаете, вот прям хочется сказать ведунья, ее двигает энергия, ее двигает интуиция, то есть женщина такая прям силой женской налилась, и между ними ребенок. Ребенок, который связывает этих людей. Мужчина в очень хорошей позиции того, кто работает, того, кто добивает, того, кто вот этой киркой пробивает все сложности, проблемы, какие-то решает задачи сложные. Если вы уже в браке, если между вами нет какого-то понимания, то мужчина рано или поздно возьмется за голову. Если мужчина сейчас отсутствует, либо, ну вот, вы не вместе с этим человеком, и вы не знаете, что будет дальше, а я вам скажу, будет семья, будет дом и будет ребенок. И мужчина, который будет стараться работать на благо вашей семьи, обязательно будет. Если вы девушка одинокая, то же самое. Дождитесь своего момента. По ребенку, еще раз, это либо ваш ребенок будет, а возможно, даже у кого-то случится, что мужчина придет к вам с ребенком, то есть вам еще придется принять ребеночка, да, вот как дар. Боженька вам даст дар быть мамой. Может быть, у вас нет своих деток, может быть, у вас есть, вы еще одного ребеночка примете. А может быть, и еще такой момент, как дело общее между вами. То
То есть мужчина войдет в вашу жизнь и вам откроет путь, либо предложит, да, с ним разделить его дело. То есть вы вместе будете заниматься каким-то делом. Вы с ним связаны не только сердцами, но и еще вы связаны вот как или делом, либо ситуацией, там, детьми связаны. То есть связь тут идет просто очень сильнейшая связь. Вам от этого человека, ну, скажем так, никуда не уйти, никуда не деться. Хочу сразу сказать, что у кого-то вот прямо по судьбе идет несколько браков. Несколько. Это может быть вы уже в браке были, либо вы сейчас не очень хорошем браке, потому что у вас один мужчина идет, но тут у кого-то прям два было, да. Но вот того я опущу, в принципе, там пустой, просто пустой, знаете, как для тренировки, как это правильно сказать, для опыта, да, пустой. А вот второй мужчина мне не очень нравится, потому что у него хвост, потому что у него рога. Потому что мужчина мог просто, ну вот, действительно вести себя как черт, извините, да, но я так и скажу, как вижу, так и скажу. А вот этот мужчина, он просто как золото, замечательный человек, он еще и сердце свое держит, вот знаете, как на руке вам сердце свое дает. Тот мужчина, который плохой, но если вы сейчас, да, с этим человеком вместе, вот он уйдет от вас, он отворачивается, он уходит влево. Если вы боитесь, что ситуация повторится, либо этот плохой мужчина будет опять вас там как-то доставать, мешать вам, угнетать, да, там, беспокоить вас, нет, этого не будет. Вам защитник идет, вам идет настоящий мужчина. У кого-то, кстати, может отыграться, что ваш любимый, да, сейчас не с вами вместе, по какой-то причине он отсутствует. Ну, причины разные могут быть, да, в командировке, уехал, отъехал, где-то работает. Либо, в принципе, вы еще с ним как не сошлись, да, но ваш этот мужчина, он идет защитником, избавителем и спасителем. То есть здесь у мужчины роль такая просто какая-то сверхзадача у этого мужчины. Не только быть там достойным человеком, но и спасти свою женщину, оберегать ее покой, создавать для нее уют, работать, да, стараться для дома, для семьи, для детей. То есть хороший, героический, я бы даже сказала, мужчина идет. Дальше, мои хорошие, здесь у вас звездочка выходит. Звездочка — это исполнение заветной мечты, заветного вашего желания. Она выходит в центре, она похожа на самолетик. Возможно, кому-то придется совершить поездку, путешествие. И в новом месте, на новом даже месте, не в новом, на новом месте ваша мечта осуществится. А кто-то прям сам, да, притянет к себе это исполнение. То есть здесь идет какое-то очень быстрое, одномоментное исполнение. То есть вы очень долго чего-то хотели, вы к этому стремились, вы этого ждали, вы на это надеялись. Не получалось, было заблокировано, даже никакой возможности не было. А тут у вас идет прям одномоментное исполнение вашей заветной мечты. Причем такое, знаете, прям радостное и благостное событие. Потому что все-таки у нас тут и голубь сидит, еще и с правой стороны. Здесь у нас идет петля разорванная. Разорванная петля говорит о том, что вы избавитесь от каких-то, ну, действительно, пут, которые вас не пускали, которые не давали вам возможности летать. Да, вот какая-то привязь была, да, вы на веревочке как будто бы сидели. Вот она разрывается с левой стороны как раз. Разрывается. Вы уйдете от того, что вас держит, от того, что вас не пускает, да, полет души не происходит. Это обязательно случится. Вы себе об этом говорите из будущего. Здесь очень странный момент, связан с дорогами. Такое впечатление, что человек идет, человек возвращается. Человек от чего-то уходит, но потом он возвращается. Но возвращается как будто бы не на прежнее место, а место гораздо лучше, чем прежнее. Возможно, вот смотрите, когда у вас будет такая ситуация, что вы будете вынуждены, может быть, по работе, может быть, по желанию, по необходимости, да, совершить какую-то поездку, переезд. Где-то вы будете находиться. Может быть, длительное время, может быть, и не длительное. Но вот момент ухода от сегодняшнего дня, да, до
какого-то момента вы находитесь вне своего дома, вне своей, например, родной земли, но потом вы возвращаетесь. И возвращаетесь вы как будто бы уже на новое место. Да, это будет ваша земля, да, это будет ваш там город, но он будет другим, он будет новым, он будет каким-то вот для вас уже, ну, как город мечты, что ли, да, вот. Словно вы там, не знаю, где-то в Америке очутились. Ну, это утрированно говорю. В каком-нибудь там супер шикарном районе. То есть как-то вот интересно идет. А у кого-то прям идет ситуация, что вы именно в новой земле найдете свою новую жизнь. Переехав, отказавшись от того, что у вас было, вы находите новую жизнь. И я хочу вам тоже сказать, это очень важно, вот с левой стороны это выходит. Возможно, этот переезд он будет очень сложным, эмоционально сложным, ну, вот на восприятие каким-то сложным. Может быть, осложнения будут в пути, да, вот принять это решение, осуществить это решение. Но счастье оно такое. Вот момент, да, счастье это момент. Здесь и сейчас. Понять, что да, я улыбаюсь сама себе, у меня все хорошо. У вас этот момент будет. И это не будет, когда вспышка. Это будет как прям продолжительный срок. То есть вы, испытав какие-то сложности, муки, переживания, страхи, возможно, да, вы переходите в новое состояние. На новом месте, конечно, вы тоже будете чувствовать себя, может быть, как-то первое время неловко. Но там у вас получится создать ту самую жизнь, к которой вы всю свою сознательную жизнь стремились. Вот прям стремились, вы это получаете. И вы себя как каждый день будете ловить на той мысли, что вот она моя счастливая жизнь, вот наконец-таки я могу жить спокойно, я могу получить все то, что я хочу, все то, что мне нужно, все то, что мне нравится. Но здесь прям через какое-то испытание идет. Испытание. Вот кем бы вы ни были, вот кто зашел на мою отсыпочку, у вас будут испытания. У кого-то страхом, у кого-то деньгами, у кого-то еще какими-то ситуациями. Да, через испытание идет выход в какую-то новую жизнь, на какой-то новый уровень. Кто-то как мученик пойдет. Да, человек просто мучиться вынужден будет, чтобы получить эту новую жизнь. А кто-то, например, идет на боль через очищение. То есть, понимаете, вы через вот эту внутреннюю боль, через страдания, вы очищаетесь, вы избавляетесь от какой-то грязи, хвостов, там, ненужного. Ваше сознание проясняется. То есть здесь вот прям в самом основании, в корне, да, это события каких-то ближайших просто дней, месяцев, да, и, лет навряд ли, да, может быть, года. Вот пройти какой-то достаточно сложный путь. От одной точки до другой точки. У кого-то идет от точки до точки, а у кого-то идет еще и возврат в прежнюю точку. Но вы как будто бы, знаете, пытаетесь судьбу обойти. Вы знаете, как выстраданное счастье идет, выстраданное, заслуженное. Не просто так, что вот на тебя, будь счастливым. Нет, у вас не так идет. У вас идет через вот этот круг, да, как через рождение, когда ребеночек рождается, и матери, да, роженице больно, и ребеночку тоже, и больно, и страшно. И вот у вас такой путь. Это, кстати, не первая отсыпка, когда я вижу эту ситуацию. Вот через испытание в очищение и в новую счастливую жизнь идет именно это. Вот вы себе из будущего, вы прям говорите, что не бойся этой ситуации, тебе все равно ее нужно пережить. И чем ты будешь крепче стоять на своих ногах, чем менее ты будешь бояться и лицом к лицу, да, идти вот прям грудью, грубо говоря, да, идти на вот эту ситуацию, тем тебе будет и легче, и проще, и быстрее. Убегать от этой ситуации бессмысленно и бесполезно. Вы будете бегать вот этими кругами бегать, и все равно вы придете к тому, что вам нужно это будет пройти и пережить. Бояться этого не стоит. Не стоит. Вы уже раз пережили, да, когда вы появлялись на свет, вы уже это пережили. Так что просто ситуация как будто бы повторяется, да, немножечко в другом формате, да, немножечко по другим соусам. Но поверьте, пережив это, вот оно, счастье на ладони. Вот оно, светлая, теплая, добрая жизнь. Вот к этому вы придете. Но опять же таки исполнение вашей заветной мечты. Мечты у вас у всех разные. Каждый мечтает о своем. Но кто зашел на эту отсыпку по вот этой звезде,
ваше желание 100% исполнится. И еще раз повторюсь, это будет одномоментно, вот прям вот резко, да, ничего не предвещало, опа, мое желание исполнилось. В таком ключе это произойдет. И еще очень важный момент хочу сказать о вашем будущем. Про семью я уже сказала, я хочу сказать о человеке, которого вы будете искать, либо которого вы ищете сейчас. Здесь, ну как бы это вам правильно сформулировать? Возможно, вы еще не ищете, но будете искать человека. Возможно, это кто-то из ваших знакомых, может быть, кто-то из ваших близких, родственники, да, опять же таки, любимые люди могут быть. Здесь человек как будто бы, ну, исчезает с ваших радаров в какой-то момент. Я не могу сказать, какая причина, но вы ищете этого человека, вы смотрите в зеркало, вы смотрите, ну, я так понимаю, да, там в интернете ищете, может быть, кого-то там обзваниваете, в смартфоне ищете, вы ищете этого человека. Возможно, какой-то период времени вы ничего не будете знать об этом человеке. Вообще, знаете, вот тишина будет, да, тихо так, где он, что он, либо она, да, как потеряются люди. Человек этот найдется. Вот вы должны знать, информация об этом человеке найдется. Вы узнаете об этом человеке все. Вот о его жизни, о его судьбе, о том, что произошло, что случилось. Кто-то прям лично узнает, да, человек вернется, все сам про себя расскажет, а кто-то вот впоследствии, да, получит эту информацию. Не знаю, почему так пришло, но если пришло, я об этом говорю. Так, еще важный момент, связанный с работой. Вот тоже важно сказать про работу. Я не могу сказать, для всех это, либо частично для кого-то, но идет информация от того, что человек будет вынужден соглашаться на то, что имеется. То есть, ну, работа, да, либо не будет работы, либо, может быть, сложно будет найти работу, вернее, по профилю, по вашему. Вы будете вынуждены согласиться на то, что вам будут предлагать, либо на то, на что вам дадут добро. Но вот поверьте, именно эта работа и будет вашим стартом к вашей новой жизни. То есть то, чем вы занимаетесь сейчас, либо то, чем бы вы хотели заниматься, ну, это изначально было не вашим. Не вашим. Да, и может быть получалось, и может быть все у вас было неплохо, но это было не ваше. Это не ваш путь, и это не ваша работа. Вот тут здесь судьба вмешивается, чтобы вас вывести на тот правильный путь, на ту самую должность, либо на ту самую обязанность, которой вы должны были изначально заниматься. Где-то произошел какой-то сбой. Да, в какой-то момент там лишний шаг сделали, да, либо не в ту сторону повернули. Вот сделали огромный такой крюк. Теперь вы возвращаетесь к тому, чем вы должны исконно были заниматься. И вы будете этим заниматься. И вы добьетесь больших-больших результатов в этом деле. А кто-то вот прям поменяет все в своей жизни, всю специфику своей трудовой деятельности. То есть вплоть до того, что, да, человек там был, ну, допустим, программистом, да, станет фермером. Либо человек, там, который родился в деревне, там, занимался сельским хозяйством, вдруг станет каким-то большим начальником. Да, будет заниматься работой с людьми, там, каким-то кадровым делом. То есть какая-то резкая перемена идет в работе, причем как полярность меняется с одного на другое. Диаметрально разные должностные обязанности, либо направления деятельности. Это будет очень интересно. Неспокойно, сразу хочу сказать, неспокойно будет, потому что будет очень много мыслей. Но поверьте, это будет правильно и это будет ваше. Так что принимайте, получайте. Я не вижу здесь трагичности. Вот нет информации о том, что какие-то прям страшные события, да, вы себе там говорите, вот это не делай, там будет плохо. Здесь вы себе даете один такой посыл. Что бы с тобой ни случилось, что бы ни произошло, все мы переживем, и будущее наше открытое, чистое и светлое. Будущее будет в 100 раз лучше, чем сегодняшний день. Вот так вы себе передаете. Я искренне желаю, чтобы все так и исполнилось. Мои хорошие сил, терпения, выдержки. Все будет замечательно. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.